И сразу вон, смотри, это уже помощнее. Зацепилась, знаете куда? Подбородок. Подбородок зацепилась. Не знаю, как так получилось. Ударчики небольшие вон. Осторожно. Бьет. Есть. Тоже крупный. А, есть он. Сидит. Ты смотри, ребят. И шел как окунь. Самое главное, так интересно шел. Ух ты. И сразу он сидит. Я моя, блин. Спустил и сразу же, моментально. Вот что значит окунь. И когда попадаешь на окуня и жору окуня. Всем привет, гостям и зрителям моего канала. Ребят, я очередной раз у реки. И сегодня идем на новой лодке, на новой моторке Микацу 9.8. На пару часов на рыбалку собрался. Хочу с утра порыбачить, сейчас 5 часов утра. Смотрите, какой туман на улице. Это сейчас уже туман немножко рассеялся, потому что поднимается ветер. 4 часа и еще гуще туман был. Взял с собой 2 удочки. Удочка и спиннинг. Короче, попробую сегодня на червя, попробую сегодня половить окуней. Не знаю, что получится. Все буду снимать и показывать. На реке вода немножко начала прибывать. После дождей вода пошла вверх. Ну, не скажу, что много, но все равно сантиметров 5-7, наверное, уже поднялось. Вот. Грею двигатель на моторке 5 минут. Пусть поработает и поедем. Также поедем выше по течению. Дальние походы, ребят. Дальние походы пока не получается по избам ходить. И чтобы вам что было смотреть, я с утра или вечером обычно выхожу хоть в ближние походы, чтобы снять вам какие-то фильмы. Была охота, рыбалка. Сегодня рыбалка будет. Так что приятного вам просмотра, ребят. Поехали. Туман рассеивается, вообще здорово. Но ветер прохладный. О, 2 лодки уже перешли. Уже за грибами с утра. Рано ушли. Сейчас, может, из-за того, что прохладнее на улице, уже белые грибы пойдут. Ладно, поехал я.
Так. Первая остановочка. Эту удочку у меня брал Никита на рыбалку. Сейчас, короче, начал разматывать. 2 метра леска осталось. Дома не проверил. Он мне ничего не говорил, блин. Ё-моё. Надо же так, а. Но Никита, блин. Хоть бы сказал. Хоть бы Олег проверил дома, блин, с Настей. Короче, придется на спиннинг переделать. Попробовать так. Запасной лески у меня нету, чтобы намотать. Ну и так цепляем. Все. Ну что, попробуем, ребят. Давно уже не рыбачил на окуня. Здесь коряк, конечно, достаточно. Вот он. Вот он, матросик, ребят. Не ожидал я и думал, зацепилась. Не снимаю. Ну вот. Остатки сладкие. Она уже крупные все выловили. Остались только вот такие. Знаете, вот я спустил. Да и не подготовился, ничего. Просто так, тупо. Смотрю и что-то, думаю, куда-то зацепилась. Опять уже сразу на спуске. Сорвалась. Вот он. Так, давайте я лучше возьму. Начнем с малого, а там видно будет. Не крупные, конечно. Спортивный размер. Смотрите, как клюет. Плавно как-то. Есть. Не очень агрессивно. И это, оказывается, ёрш. Значит, крючок на дне у меня. Прохладно, между прочим. Уже осенью запахло. Прям руки мерзнут. Ведь подошел он. Есть. Покрупнее. Сопротивляется покрупнее уже. Не скажу, что крупные, но, ребят, это называется спортивный размерчик. Вон он. Не якутские окушки, но другие не попадают. Есть. Стандарт. Хорошенькие. Думаю, уха будет сегодня. На уху поймаю и достаточно. Вот так и цепляю, ребят.
Крючок торчит, без разницы. Для окуня это по барабану. Он сразу глотает. И сразу вон, смотри, что уже помощнее. Зацепилась, знаете куда? Подбородок. Подбородок зацепилась. Не знаю, как так получилось. На спуске. Это какое-то чудо, ребят. Вон он. Снизу зацепилась. Значит, и крупные есть. Мелкая поколовится, но тоже покрупнее попалась. Есть. Вон он. Опса. Тоже уже покрупнее. Тоже уже хороший. Видели как? Начали с малого. Постепенно. Крупнее и крупнее становится. Ударчики небольшие вон. Осторожно. Бьет. Есть. Тоже крупный. Покрупнее уже. Опа. О. Тоже лучше. Это тоже лучше. Чуть в стороне уже, наверное, отошли немножко или что там. Левее отошли. Видать, ребят, окунь немножко отошел куда-то. Потому что сейчас минут 10 уже вообще без клёва. Меняю место вон там, щам. Как-то в разные точки кидаю. Ну пока тишина. Наверное, может куда-то уплыли. Сейчас подождем еще. Минут 10 порыбачу. Если не будет клёва, чуть выше, наверное, вон туда поднимусь. К той коряге. Вон там можно попробовать. Здесь попробовал, в общем, очень много коряг. Уже крючок оставил, там порвал. Можно еще выше, вон там до кустов тех сходить. На улице прохладно, как-то непривычно прохладно. Честное слово. Ах, неожиданно, блин. Я даже растерялся, у меня камера включена или нет там. Включила, а у меня выключилась. Ну вот такой окушок. Нежданчик, ребят. Надеюсь, в кадр попал он. Сперва одного червя утащил. Потом я его перехитрил, как-то удалось. Есть. И подошли они. Это вот пускай. Сейчас у меня крупных пару штук уже есть. Как бы на уху. О, есть контакт. И ушел. Опс. Ну сейчас прилично. Пришлось ждать. Что-то сидел, думаю, все, думаю, место менять надо. Реально так холодно на улице. Так резко поменялась погода. Прям руки, пальцы мерзнут. Реально мерзнут пальцы у меня. А, есть он, сидит. Ты смотри, ребят. И шел как окунь. Самое главное, так интересно шел. 3 червяка утащил. Так, ладно, у меня черви немножко осталось.
Пару штук, наверное. Сейчас поменяю место, вон там попробую. Здесь окунь куда-то опять отошел. Или там надо попробовать, или там сейчас сперва туда схожу, потом здесь попробую и уже буду домой возвращаться. Сейчас проверим глубину. Глубоко тоже. Тоже поклевка сразу. Сидит. Ушла, что ли, блин? Нормальная рыба была, между прочим. Не мелкая. Ой, сразу вон, смотри. Крупный. Опачки. Покрупнее тоже. Светлый окунь. Светлый окунь. Это говорит о том, что с мелководья он пришел на глубину. Есть. Ух ты, еще крупнее. А нет, такой же. Такой же размер. Приятно. Приятно таскать такие окушки. Ух ты. И зацеп, ёманый. Такой хороший. И зацеп, ребят. Что ты будешь делать? Об корягу зацепилась. Видели, какой хороший был? Не, он там крутанулся, наверное, об корягу. Все, хана. Такая хорошечная рыба была. Не, об ветку, наверное, нам замотал там. Не достать, придется порвать. Бесполезно. Бесполезно. С крючком ушла рыба. Так часто бывает, ребята, когда рыба уходит. Ничего с этим не сделаешь. Там подводных коряг очень много. Он просто, рыба с крючком цепляется. И все. Ты беспомощен, просто беспомощен. Ну, видишь, более крупные рыбы попадаются. Вот у меня черви уже начали заканчиваться.
Рыбалка мне очень понравилась сегодня. Давно на окуня не ходил я. Новая снасть также. Смотрите, большое грузило. Большое грузило, тут маленькое грузило и крючок. Все, больше нет. Вот скользящий груз. Вот он скользит. И все. Без прибамбасов каких-то. Все падает, как всегда, блин. Все цепляется. Бачки для дали. А когда вот, скажем, что-то снасти там ремонтировать, приходится очки снимать. И зацеп. Что ты будешь делать? Коряг очень много, блин, просто толпа коряг. Опять зацепилась. Новая снасть. Отцепилась. Там коряги, оказывается, хорошие. Так что запас крючка очень много надо. Грузила крючки. Там бревно, прям чувствую я его. Значит, до дна не надо спускать. Даже не на дне, а он прям дерево там лежит. И вот когда рыба попадает и туда-сюда ходит, он просто крутанет за ветки или все. А рыба, он вот именно в коряге и сидит. Вот он опять попался. Между корягой он сидит. Вон он. Поменьше, но все равно приятно. Бывает между сучьев так спокойно, тихо-тихо спускаешь. Именно вот где рыба. И сразу он сидит. Ё-моё, блин. Спустил и сразу же, моментально. Вот что значит окунь. И когда попадаешь на окуня и жору окуня. Это, считай, красивая рыбалка. Спускаешь крючок, и уже он сидит. Спокойно буду спускать. И он сразу же сидит. Вон. Что ты будешь делать? На спуск и сразу и берет. Сразу на спуск и берет, ребят. На стайку окуней попал я. Стандарт. Есть. Тоже нормальный ход. Вот так вот. Хорошо, когда клюет. Зимой их нету почему-то. Только по осени мы ловим окуней и все. Зимой их нет. Ну, сразу же клюет. Вот он. Зацепилась опять.
Никита у меня любит окуней ловить, но вот поутру он не хочет вставать рано. Гуляет всю ночь, вот и спится ему утром. Да, здесь порыбачу, ребят, я больше никуда не останусь, мне хватит. Это не только уход, тут и на жаркое уже набралось достаточно. Клюет. Но этот хуже стал клевать. Все, вот как-то стайка была, стайка есть. Ну, это тоже нормальный, не мелкий. Опять спустил и сразу же. Летом, ой, зимой даже вот такие мелкие не попадают, понимаете? Вообще не знаю, куда-то окунь или скатывается с этой реки. Факт, что окунь не остается зимовать. Зацепилась. Коряги, оказывается, все. Если порву, все, больше рыбачить не стану. Вот, блин. Ну да. Вот и все. Ладно, ребят, буду заканчивать. Порвал. Да и червей у меня уже не осталось. Сейчас попробую посчитать, сколько штук тут. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Там еще 16. 16 рыб. 16. Я и смотрю, тут там 2 слоя рыбы. Вот он. Не удержался, еще одного поймал. 17. Все. Шабаш. Шабаш, ребят. Больше уже цеплять ничего не стану. Вынимаю крючок. Все. Мы не жадные, нам все не надо. Свое мы взяли. Пусть другие рыбачат. Лучше понемножку, но почаще. Мое правило такое. Вот так вот. Все надо, короче, ремонтировать. Все снасти убитые после Никиты. Ай, нарыбачился, конечно, в этом году. Ходил, не ленился. Так, собираю снасти, ребята. Вот вам удочка двухметровая, китайская удочка двухметровая. Для спиннинга, для такой ловли, скажем, для окуня, чтобы поймать. Можно фидерным, вместо фидера порыбачить, доночную снасть сделать. Всяко разно, универсальная. Вот одной удочкой можно все ловить. Действительно все. Можно на хариуса, можно на щуку, можно на окуня и просто плотвы фидером порыбачить, поймать. Без проблем. Такс. Ну что, попробуем
Сейчас без подсоса попробую. Да нет, без подсоса не возьмет. Никак не могу понять, как завести. С подсосом, без подсоса. Никак не могу привыкнуть пока, честно слово. Вроде и подсос не нужен, и в то же время нужен. Ладно, поедем. Ну что, ребят, вот такая рыбалка у меня получилась сегодня. Рыбалка удачная. По нашим меркам это удачная рыбалка. Поймал, если не ошибся, 17 окуней, несколько ершей там было. И один более покрупнее. Сами видели, сорвалось там. Намотал лес. Сейчас, одним словом, поеду обратно домой. Больше снимать уже сегодня не стану. Снова мы на новой лодке с новым мотором на реке. Вот такая река. Кругом коряги. В корягах много окуней. Просто надо время и терпение. И думаю, всем повезет. Давайте до новых встреч, до новых видео. Спасибо вам за лайки и подписку. Пока. Вот оно дно, ребят. Видели? Приходится так ездить.
Ну вот. Прибыли.